Хайрлер, Тахазерли Тустар. Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем очередной выпуск из цикла «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Это утреннее информационно-аналитические шоу, которые мы ведем для того, чтобы сообщать о событиях в республике, в стране и в мире, для того, чтобы сверять часы, для того, чтобы делиться эмоциями. Поэтому мы всегда ждем вашего активного участия в наших трансляциях с помощью комментариев в чате нашей трансляции в YouTube, где у нас идет основной стрим. Дополнительный стрим у нас идет в телеграм-канале «Аспектов». Там также можно смотреть, если телеграм, конечно, функцию свою выполняет, поскольку я слышу, что Telegram действительно продолжает работать медленно. И эту тему мы уже с вами так или иначе обсуждали и будем обсуждать. За окном 25 февраля 2026 года. В Башкортостане 10 часов и 2 минуты. В Берлине 6 часов 2 минуты. За окном пока темно, но я думаю, что с учетом того, что световой день становится все длиннее, и в нашу студию, скажем так, импровизированную, первые лучи солнца скоро начнут продираться. Ну а в Уфе, скорее всего, конечно, уже день вступил в свои права. Чат оживает, значит, и трансляция наша работает, и все с ней в порядке. Так. И вот наблюдение от Азата. У вас на заднем плане все больше и больше интересных вещей, картинок. Ну вот, обживаемся, так сказать, да. Территория, площадь, так сказать, позволяет теперь. И можно себе позволить какие-то нововведения, дополнения. Правда, вот эти вот звукоизоляционные панели, я уж не знаю, насколько они помогают. Были нужны, пока не было никаких штор. Вот, а теперь, может быть, их убрать немножко нелепо смотрится. Но это, наверное, не главное в нашем случае, да, дорогие друзья. Поэтому в любом случае пишите, что думаете, в том числе по таким малозначительным, но любопытным фактам. А я прочту новости, которые подоспели, я имею в виду сводку по событиям в стране и в мире к этой минуте. По данным местных властей, за минувшие сутки в результате российских ударов в Днепропетровской области погибли 3 человека, в Донецкой области и Херсоне по 1 человеку. В 6 украинских регионах пострадали в общей сложности 24 человека. США и Канада ввели санкции против связанных с Россией людей и компаний. США внесли в списки 4 человек и 3 организации, Канада – 21 человека и 53 компании, а также 100 судов российского теневого флота, а также снизила предельную цену покупки российской нефти. Это Канада. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на вето Венгрии. Она сказала, что Киев получит эти средства так или иначе, и попросила Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба», поврежденный, по данным украинской стороны, российским дроном. Выступая с ежегодным обращением к Конгрессу, Дональд Трамп заявил, что США напряженно работают над завершением войны в Украине. О ситуации в Иране он сказал, что предпочел бы решать проблемы дипломатическим путем, но никогда не позволит главному мировому спонсору терроризма завладеть ядерным оружием. Прокуратура потребовала отправить в колонию на сроки от 8 до 13 лет 6 обвиняемых по делу движения «Весна». Суд над ними идет в Санкт-Петербурге. Материалом для обвинения стали посты в интернете. Вину признал лишь один из них, сообщает «Медиазона». Он же дал показания против других активистов. Еще раз, от 8 до 13 лет за посты в интернете. В Турции после вылета с базы в городе Балькесир разбился выполнявший тренировочный полет истребитель F-16, сообщило Министерство обороны страны. Самолет упал на трассу Измир-Стамбул. Возник пожар. Пилот погиб. Причины крушения пока неизвестны.
Директор Лувра Лоранс Декар подала в отставку через 4 месяца после крупного ограбления музея и на фоне расследования мошеннической схемы по продаже билетов, предположительно действовавшей много лет, сообщает Associated Press. Эммануэль Макрон принял отставку и назвал решение Декар актом ответственности. Вот такие новости. Кратко мы можем зафиксировать к этой минуте в стране и мире, дорогие друзья. Так. Азат продолжает делиться наблюдениями. Понимаю, пишет он. Я когда переехал, у меня был матрас, стол и компьютер. Сейчас уже кровать, кресло, колонки и всякие безделушки. Ну вот, в общем-то, именно так это все выглядит. Так, 4-й же был переезд у нас, да, за время жизни. И это же прямо бросается, так или иначе. Если ты начинаешь жизнь с одним, с 3 чемоданами на семью 3 года назад, то в конце концов приходится нанимать уже грузчиков с микроавтобусом. Вот, для того, чтобы этот переезд осуществить. Вот. Причем, опять же, большая часть вроде как и не нужна, но так или иначе собирается. Сами понимаете, как жизнь устроена. С праздником! День государственного флага Башкортостана. Процветание республики, пишет нам Конрад Карлович. Сегодня, 25 февраля, получается, да, был утвержден государственный флаг. Я помню, что в начале года мы раньше его действительно как-то, если не отмечали, то, по крайней мере, упоминали этот день. Вот прямо-таки благодарю вас за то, что напомнили, сообщили. Надеюсь, что информация точная. Для нас с вами действительно такие, в некотором смысле, забытые символы былого величия, былого суверенитета, наверное, должны быть некими символами, хотя бы поводом к тому, чтобы задуматься, поанализировать, вспомнить и подумать о том, что с этим делать дальше. Не с флагом конкретно, да, а вообще с ситуацией, в которую мы с вами зашли в результате событий последних 25 лет. 4 года агрессии против Украины, пишет Азамат выше, и мы действительно об этом говорили вчера, прежде всего, потому что именно вчера была та самая дата. Ну, а отголоски, скажем так, мыслей на этот счет, комментариев, они, конечно же, поступали в течение всего дня в социальные сети, люди писали, делились, посещали мероприятия. Вот наш коллега Женя Коноплин посетил митинг в Дрездене, собственно, и многие, я думаю, из вас могли видеть в телеграм-канале фотографию, как минимум одну, которую он опубликовал с этого мероприятия. Ваш покорный слуга, к сожалению, посетить ничего не смог. В общем, состояние так себе, надо сказать, все еще. Но следил, конечно же. И вот мы получили очередной клип музыкальный, очередное творение нашего подписчика, который под именем, под псевдонимом группа «Запрещенка» творит всякого рода музыкальные композиции на злобу дня и времени. Соответственно, вот вдогонку к вчерашнему дню я предлагаю сейчас послушать и посмотреть этот последний небольшой 2-минутный клип, который так и называется «4 года свободы». Причем СВО пишется через аббревиатуру СВО. 4 года свободы, так называемый, разумеется. Вашему вниманию. Наш поезд мчится под откос, и не свернуть уже с пути. В башке все вертится вопрос, когда такого же дойти. Воткнуть в стране огромный кляп. Молчи, правды не ищи. Не вырваться из цепких лап. Вонзились в тело, как клещи. Воткнуть в стране огромный кляп. Молчи,
Задачит кто-то мне вопрос: что делать нам, что делать мне? Наш поезд мчится под откос, в стране, застрявшей на войне. Хоть я не царь, но и не раб, ответа лучше не сыскать, чем вырвать тот огромный кляп и к черту все это послать. Хоть я не царь, но и не раб, ответа лучше не сыскать, чем вырвать тот огромный кляп и к черту все это послать. Вот такие 4 года свободы нам удалось таки прожить. И, в общем, думаю, что вам пояснять дополнительно ничего не нужно. Пишите сами, что думаете, как вам тексты, как вам видеоряд. Понятно, что, наверное, у особых каких-то ценителей и у придирчивых критиков могут быть множество вопросов к содержанию, качеству и так далее. Но мне кажется, это не тот случай, когда нужно разбирать какую-то сверхвысокую музыкальную, искусствоведческую ценность. Тут важно высказывание, да, то есть это как выйти на одиночный пикет, как написать пост. Это высказывание людей, которые не хотят молчать, которые, несмотря на то, что им заткнули рты, несмотря на то, что их заткнули или закрыли в подполье даже, опять же, образно выражаясь, несмотря на все это, эти люди продолжают настаивать на том, что у них есть право иметь свое мнение и есть право это мнение так или иначе высказывать. Так, какая может быть критика к нейросети, иронизирует Стобавовна. Но понятно, но ведь заложены идеи-то человеческие. Понятно, что конечный продукт сделан с помощью искусственного интеллекта, но люди этим занимаются так или иначе. Было бы, наверное, круче, если бы была возможность ставить музыкальные композиции, выступления реальных и живых людей, которые примерно то же или что-то похожее делают живьем. Вот. Но, опять же, надо сопоставлять возможности и шансы, и то время, в котором мы живем. Вот. Выше ведомости писали о том, что может сделать программу с писателем-ураловедом Алексеем Ивановым. Ага, мне кажется, в своих книгах он показывает, что русское население Большого Камня совсем не такое, как в районе Золотого Кольца. Такие разговоры, кстати, да, это очень интересно было бы. И мне кажется, это абсолютно так. Это очевидно. То есть обобщать тот же самый русский народ совершенно неверно. Расселение шло в течение веков по просторам не однозначным, скажем так, способом. И уезжали подальше от центральных таких канонических губерний люди часто, не самые обычные, так скажем, да, люди, обладающие определенной смелостью, несогласием, скажем так, с происходящими событиями. И, в общем-то, те, кто сейчас живут на территории Южного Урала, в Башкортостане, те, кто живут дальше, на Востоке, это их потомки. Условно говоря, те же самые какие-нибудь старообрядцы, староверы и прочие. Не все такие, разумеется, но вот вы понимаете, надеюсь, о чем я говорю. И это любопытно. Вот, но, опять же, есть, наверное, сейчас другие задачи поважнее, хотя я не скажу, что у нас большое изобилие, скажем так, экспертов и гостей в стримах и эфирах. Хотя стараемся потихонечку это делать. Вот сегодня у нас в 14 часов «Аспекты мнений» с Екатериной Дунцовой, как раз-таки с представителем русской, скажем так, оппозиции. Жительница, уроженка города Ржев Тверской области, которая заявила о том, что планирует быть
ну не быть, а хотя бы баллотироваться в президенты России в 2024 году, продолжает свою политическую деятельность. И, соответственно, согласилась к нам прийти, ответить на вопросы. Так что присылайте свои вопросы, гости. Вести программу мы будем совместно с Женей Коноплиным. Я, наверное, сам бы и не потянул сейчас в своем состоянии. Вот. Но так или иначе, с вашей помощью нам еще будет интереснее и проще. Вот. Ну, а я к башкортостанским событиям. И надо, конечно же, отметить, что вчера происходило в официальном ключе после выходного, так сказать, праздничного дня. Глава Башкортостана Ради Хабиров выступил на оперативке и назвал обвиняемую в получении взятки министра культуры республики Амину Шафикову порядочным человеком. «Это очень тяжелая, непонятная мне ситуация», – сказал Хабиров. «Я всегда исхожу из того, что следствие разберется, суд вынесет решение. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры в отношении женщины, матери, у которой несовершеннолетний ребенок. В виде меры пресечения арест выбирать. Не понимаю, отказываюсь понимать, как это работает». Ну, боже мой. Это буквально, смотрите, заговорил языком оппозиционера, расшатыватель режима буквально. Отказывается он понимать, как устроена правоохранительная система. Потрясающе просто. Хабиров поручил дальше первому вице-премьеру Уралу Кельсинбаеву до конца недели представить кандидатуру на пост исполняющего обязанности министра на время следствия. Также Хабиров потребовал связаться с семьей Шафиковой и заверил, что готов подписаться под ходатайствами в ее поддержку. Да, буквально еще раз, да, то есть пятая колонна, я не знаю, расшатыватель режима в лице Хабирова возникает в этой ситуации. Буквально я узнаю себя в 2019 году, себя в составе Совета по правам человека при том же Хабирове. Мы ровно теми же словами описывали ситуацию, я и еще несколько человек, в связи с содержанием под стражей Айрата Дильмухаметова, который тогда был арестован в марте 2019 года и находился в СИЗО до вынесения приговора. Мы говорили, что содержание под стражей – это излишняя мера, что Айрат Дильмухаметов никуда не убежит, у него нет загранпаспорта, получать его он не планирует. Ему нужно быть дома с престарелой матерью, говорили мы. Мы говорили о гуманности, о чрезмерности таких суровых мер. Ну и, разумеется, мы говорили о том, что он невиновен, и что судить за слова, за теоретические измышления – это совершенно неправильно, и это политическое преследование, говорили мы. Вот. Но нас, разумеется, никто не слушал, и все очень боялись в администрации Хабирова вообще к этой теме прикасаться. Но и это чувствовалось, что, смотрите, мы вот не хотим никак пересекаться с правоохранителями, говорили они и показывали своими действиями. Иначе, в общем-то, может выйти боком. Им там виднее, мы в это лезть не будем, иначе это давление на следствие и на суд. И вообще, пожалуйста, оставьте эту тему. Примерно вот так это все звучало с их стороны. Проходит время, и когда уже, я не знаю, там какой по счету ближайший соратник Хабирова оказывается в СИЗО, он уже не стесняется делать то, против чего еще недавно сам высказывался. Он уже буквально оказывает давление на следствие и суд. Он прямо говорит, нельзя сажать женщину в СИЗО до вынесения приговора. Да и вообще, он говорит, странные все эти обвинения. Прекрасная женщина, и она не могла ничего плохого сделать, говорит он. Ну, посмотрите, да, ровно то же самое. Вообще, конечно, это интересная веха буквально в наше время. Сам по себе арест этой Шафиковой, безотносительно к личности Шафиковой. Это просто вот очень-очень любопытно, как это выглядит. И это требует осмысления, на мой взгляд. Я всякий раз прислушиваюсь, когда любые эксперты на эту тему рассуждают, стараюсь почерпнуть что-то здравое, что мне кажется наиболее логичным. И вот наиболее логичным все-таки выглядит то, о чем я вчера говорил. Режим приходит в ту точку, когда ему то ли осознанно режиму, то ли неосознанно выгодно делать так, чтобы все
винтики этой системы чувствовали абсолютную непредсказуемость и неуверенность в завтрашнем дне, когда они не знают, чего им ждать, уголовного дела или похвалы. Потому что за одни и те же действия разных людей могут, скажем так, по-разному поощрять или по-разному наказывать. Есть такие примеры. И вот даже Хабирову становится что-то ясно. Ему осталось лишь воскликнуть хрестоматийное: «Ой, это вышла чудовищная ошибка, товарищ Сталин», и написать письмо соответствующее. Ну вот, понимаете, да, как мы возвращаемся в эпоху массовых репрессий 30-х годов, но возвращаемся, понятно, под другим немножко углом. Опять же, соус нынешнего времени отличается по своей консистенции и цветам, скажем так. Речь про массовость пока не идет. Но, по сути, отдельные эпизоды этих репрессий, они выглядят именно так. Цель системы – запугать. Когда запугали обычных граждан от протестной активности, пришло время запугивать тех верных псов, которые все это время верой и правдой служили этой системе. Вот. Еще немножко времени пройдет, начнут работать над своими коллегами буквально, да, то есть сотрудник одного следственного управления будет мочить сотрудника соседнего кабинета, который, значит, вчера в курилке, условно говоря, не так посмотрел. Когда в системе можно выносить неправосудные решения, можно решать судьбы людей благодаря доносам, это становится общим местом, потому что найдутся всегда нехорошие, слабохарактерные люди, которые подхватят эти антиконституционные и антиправовые механизмы. В условиях, когда нет системы сдержек и противовесов, уж извините за банальность, это работает и устроено именно так. Фируза пишет: сколько баймакских ребят закрыли ни за что, у них тоже семьи и дети. Вот, понимаете, то есть прекрасно, это же тоже пример. Вот я Айрата Дильмухаметова одного вспомнил, потому что сам занимался активно его, скажем так, делом на рубеже 19-20-х годов. Сейчас мы имеем баймакское дело. Их, значит, на этапе еще даже, когда следствие толком не началось, Хабиров клеймил, что это значит какие-то там террористы и преступники. Вспомним знаменитую сцену, где народный артист Риф Габитов предложил Хабирову почтить минутой молчания память Рифата Даутова, в ответ на что Хабиров сказал, что Даутов – это ужасный преступник, и это стыдно, и так далее. Понимаете, да? Погибшего человека, значит, он заклеймил без решения суда. А теперь у него, видите ли, нет решения суда, и, значит, женщину отправлять в СИЗО не нужно. По-хорошему не нужно, конечно же, отправлять ни женщину, никого по экономическим преступлениям в СИЗО, в принципе. Но только хотелось бы, чтобы это, конечно, работало для всех. Мы говорим сейчас о том, что режим все дальше и дальше зарывается, скажем так, все дальше и дальше идет в разнос. И, в принципе, это для нас с вами, как бы позитивный сигнал. Как бы это странным ни звучало и не казалось, да? Потому что, опять же, чем хуже, тем лучше. Потому что если мы будем видеть признаки адекватности в системе, это значит, что система еще устойчива, скажем так, и долго будет устойчивой. А чем больше признаков неадекватности она проявляет, тем больше шансов на то, что конец системы близок. Примерно так я рассуждаю. Опять же, пишите, что вы об этом думаете. Так. Что у нас в чате? В рабство нас загонять в 2000-е годы, когда начали с одобрения государства радоваться кредитам. В общем, это так. Как думаете, сам Хабиров сядет в ближайшие дни? Сколько уже его людей сидит? Это же не просто так. Вот, мне кажется, это вообще посадки его людей и самого Хабирова – это параллельные реальности, это не связанные вещи. Условно говоря, для посадки Шафиковой высочайшее одобрение в лице Путина не требуется, а для посадки Хабирова требуется. Силовики сужают круг вокруг, собственно, Хабирова по своим каким-то соображениям.
Возможно, есть какие-то интересанты в некоторых кругах, которые стимулируют, скажем так, их активность в отношении ближайшего окружения Хабирова. Вот. Но еще раз, решение по самому нему будет приниматься не ими, не следователями, не генералами даже. Вот. Разумеется, это решение зависит прежде всего от других факторов. Отчасти, может быть, конечно, и может царь-батюшка обратить внимание на вот эти вот уголовные дела, но все-таки главными аргументами для его решения являются другие вещи. Вы о них прекрасно знаете, как, например, поддержка этой самой войны и отправка пушечного мяса. При этом в Кремле, конечно, понимают, что на месте Хабирова, в принципе, любой другой будет делать то же самое, как бы, и нет проблем. Были бы деньги, да. Вот. Но тут многие факторы. А надо ли коней на переправе менять, устраивать вот эти вот ненужные для Кремля перетасовки в сложный период. То есть они могут тянуть еще долгое время. В этом смысле положение Хабирова все-таки, на мой взгляд, более или менее устойчивое. Для меня будет неожиданностью, если в обозримом ближайшем будущем будет принято решение в отношении его самого. Есть ли вообще человек, которого в Кремле подготовили уже на эту позицию, да? Вот. То, что жителям республики станет не легче от нового человека, это я уже миллион раз повторял, потому что новый человек будет еще более далек от жителей республики, от башкортостанцев, от башкортов конкретно. Ну вот, это будет человек, я не знаю, как минимум другой национальности, а как максимум вообще не уроженец республики. Поэтому это не то, на что бы я рассчитывал, как бы, и на что бы надеялся сейчас, в ближайшее время. Ну, а мы дальше идем. Пока мы с вами о каких-то глобальных вещах рассуждаем. Подростки у нас тоже не дремлют, знаете ли. Вчера у торгового центра «Планета» вновь состоялось событие, которое можно охарактеризовать как чрезвычайное происшествие. Как сообщили в пресс-службе МВД Республики, в ходе словесной перепалки один из подростков произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. В настоящее время сотрудники полиции пистолет изъяли. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом видео распространялись вчера в различных пабликах. Ну, то есть, опять же, о чем мы с вами говорим? О том, что когда государство транслирует, что проблемы можно и нужно решать силовым путем, к такому способу решения проблем обращаются самые разные категории граждан, которые еще вчера, ну ладно, не вчера, и 4 года назад не стали бы в такой ситуации решать проблемы таким силовым способом. Так, вот комментарий. Тимур Булат Каримов пишет наш подписчик как вариант, значит, потенциального главы республики. Ну, пожалуй, из всех, да, это единственная фамилия, ну, которая более или менее вроде как отвечает критериям. Но, опять же, я не владею здесь информацией, но мне кажется, ему лично это не очень надо. Особенно сейчас. Вообще сейчас, если что, как бы, как гласят источники некоторых осведомленных людей, у Кремля очень серьезные проблемы с кадрами при назначении на значимые должности. Потому что среди этих людей достаточное количество тех, кто немножечко соображает. Большинство из них хотят пересидеть все-таки в военное время, не запятнать себе биографию, послужной список служением режиму во время войны. И почему-то мне сдается, что Каримов, он тоже, ну, не самый глупый человек. Он вообще как бы человек продвинутый, современный, скажем так. И вот прямо-таки не хотел бы он, наверное, сейчас. С другой стороны, если он в принципе хочет в республику, а выбора у него не будет, либо сейчас, либо никогда, тогда, конечно же, возможно, он решится. В общем, тоже это интересный предмет для разбора со стороны каких-нибудь экспертов, политологов, я бы так сказал. Вот, ну, опять же, возвращаясь к тому, что выше было мною сказано, мне кажется, сам Кремль сейчас самого Хабирова трогать не должен. Держать на, значит, поводке, коротком причем, это да, это они уже делают прекрасно.
Я думаю, что он это тоже понимает, как никто другой. Потому что не нужно было Шафикову арестовывать, чтобы он понял, что он на поводке. А тут ее арестовали еще. Сигнал ли это для кого-то или обычная рутина отдельных силовиков, тут тоже можно отдельно рассуждать. Ну, а мы дальше идем. Вот, знаете, мы тут критикуем зачастую республиканскую власть, Кремль. Ну, надо сказать, что у меня очень часто возникает недоумение по поводу действий тех же самых политиков стран Запада. Ну вот, например, новость. 2 башкирские компании попали под санкции Великобритании. Великобритания включила в санкционный список 2 компании из республики. Это АО «Инмаш» из Ишимбая и ООО «Палфингер Камацилиндры» из Нефтекамска. Ну и дальше тут описано, что это за компании. Я первый раз, разумеется, слышу эти названия. Вот почему так долго? Почему компании, которые даже по названию явно имеют отношение к производству каких-то технологичных изделий, так долго включают в санкционные списки? Это просто вот пример того, как бюрократия в странах Евросоюза, в данном случае в Великобритании, это не страна Евросоюза теперь, как эта бюрократия работает из рук вон плохо. Вот мы, живущие здесь, в изгнании, разумеется, сталкиваемся с этой бюрократией в быту и действительно, в общем, диву даемся порой о том, как это все ужасно устроено. Да, друзья мои, большинство бюрократических вопросов, связанных с взаимодействием с чиновниками, действительно на сегодняшний день в России устроены лучше. Продвинутее, как минимум, с точки зрения цифровизации, это точно. Вот. Но я сейчас о другом. Я говорю о том, что вот даже меры принять нормально, своевременно в отношении тех, кто помогает в войне, не могут. Почему на 5-й уже год войны какие-то компании включаются в санкционные списки? Почему это раньше не произошло? Ну, в общем, так, наверное, можно бесконечно долго тянуть этот процесс и ждать у моря погоды. Это же касается и людей отдельно взятых. Если сразу включили там первый список путинской команды в списке, это не значит, что включили очень многих тех, кого надо бы включить. До сих пор по Европам разъезжают, отдыхают, покупают недвижимость. Ближайшие родственники самых крупных деятелей режима, всякого рода ученых, директоров предприятий, вице-премьеров, региональных каких-то чиновников. И все, их как с гуся вода, как говорится, да, то есть никаких нормальных действий не предпринимают своевременно. Это не то, чтобы камень такой в огород сказать, что ай, у них тоже все плохо. Нет. Я не хочу сейчас подыграть нашим пропагандистам, сказав, что значит, у них тоже все плохо, значит, как бы мы правы. Дело в том, что идеальной ситуации, наверное, нигде нет и не бывает. Вот. Но есть ужасная, скажем так, картина, которая выстроилась сейчас в стране под названием Россия. И есть другие страны, где, скажем так, для меня существует модельная ситуация с точки зрения политического устройства, но где в то же время существует великое множество проблем, нерешенных вопросов, которые им же, этим странам, мешают идти в ногу со временем и развиваться более или менее, или хотя бы держаться на плаву. Вот. При этом у них есть все возможности эти проблемы решать, в том числе благодаря тому, что у них демократические парламентские республики. Вот. На эту тему вчера видел заключение одного из экономистов, который пишет, что если так дальше пойдет, то к 2030 году, то есть вот буквально через 3,5 года, немецкие автомобильные гиганты будут ликвидированы, а именно Volkswagen, BMW и Mercedes. Так как в свое время были ликвидированы компании, которые казались единственно мощными, скажем так, в своей отрасли. И когда приводят пример компании Nokia, например, да, ты понимаешь, что ничего исключать нельзя, к сожалению. Была Nokia, которая была номер 1 во всем мире, да, и теперь где она? Нет этой компании на рынке мобильных устройств. С учетом того, что происходит на автомобильном рынке, на рынке технологий, можно предположить и такие сценарии. И чем это будет чревато для экономики,
такой страны, как Германия в целом, можно, опять же, только догадываться. Впрочем, это уже другая история. Уходить в дебри давайте не будем. Так. Мы говорили про санкции, на самом деле, да, вот и немножечко ушли в сторону, так сказать. Так, тем временем, значит, в Башкортостане на торги совершенно тихо, без шума и пыли, на торги выставили нефтегазовый участок с запасами почти 20 миллионов тонн нефти. Ну, имеется в виду разведанные запасы, конечно же. Речь идет о том, что Приволжскнедра, то есть это федеральное учреждение, продает право добычи и разведки углеводородов в Дюртюлинском районе. Цена лота 22 миллиона рублей. Ясно, что это формальная процедура, скорее всего, освоено это все будет Башнефтью, но вы просто обратите внимание, недра Башкортостана, Дюртюлинский район, да, географический центр республики, можно сказать. И какие-то там Приволжскнедра, чиновники из Нижнего Новгорода распоряжаются богатством земли нашей, нашего народа. Насколько это соответствует здравому смыслу? Да, это соответствует нынешней реальности, к сожалению, да, но это совершенно никак не отражает то, за что столетиями, надо сказать, боролся наш башкортский народ. Так, отцовский вопрос по поводу Соловьева. Психически здоров или сильно нездоров? Да нет, он здоров. У него профдеформация происходит. Ну, то есть, если ты день и ночь орешь примерно одно и то же, то ты сам начинаешь в это верить. Но как человек он совершенно иной. Мы же его знаем. Да, по-моему, многими уже сказано, что он про деньги. И что если что-то случится, он первый буквально в прыжке переобуется очень быстро, и мало кто даже заметит. Получится ли у него это на этот раз провернуть, это вопрос, но он будет пытаться это делать, потому что он не про идею. Его путь, его биографию можно отследить, как он постепенно превращался в того, в кого он превратился. И главным аргументом этого превращения были деньги, судя по всему. К сожалению, это злая сила, так скажем, да, деньги. И они могут менять людей, причем самых разных. И все зависит от того, не от того, какой человек плохой или хороший, а от того, насколько человек слабый или сильный. Я все больше в этом убеждаюсь, потому что, еще раз, плохие и хорошие начала есть в каждом. Просто обстоятельства жизни вынуждают у разных людей разные начала выводить на первый план, а другие начала куда-то зарывать глубоко под субстраты. И те, кто вроде бы на каком-то этапе жизни ведут себя прилично, имеют высокие шансы вести себя прилично и дальше. Но не гарантированно это будет так, потому что соблазны могут с пути истинного, скажем так, повернуть в том числе и этих достойных людей. Вот Соловьев относится к тем, кто слаб, получается, да, некоторыми своими человеческими качествами. Деньги его привели туда, куда привели. И он не один такой, к сожалению. Вот. Но отказать ему в интеллекте, в понимании я не могу. Если многие наши соотечественники, действительно по тупости своей, не понимают, что происходит, да, и поддерживают режим, и оправдывают все происходящее. Просто у них нет информации. Иногда тупость человеческая, иногда просто неосведомленность, при том, что мозги даже есть. Вот. Тут разное. А вот у Соловьева все в порядке с интеллектом. Это просто желание чувствовать себя на плаву уверенно. Как-то так. Соловьеву есть куда уехать, пишет Азамат. А вот куда ему уехать? В Европу-то его все-таки уже не примут. Он все-таки под санкциями нормальными и с самого начала. Вот. Дальше. Вдогонку экономических новостей. УМПО, наше с вами моторостроительное производственное объединение, оборонное предприятие, по данным портала УФА-1, понесло убытков больше, чем на 14 миллиардов рублей. Удивительно. Хотя ничего удивительного, да? Это за прошлый 25 год.
Для сравнения, по 2024 году показатели УМПО были положительными. Тогда была прибыль в размере 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Выручка завода сократилась всего лишь на 6,6%, но убытки почему-то резко выросли. Опять же, воскликнем: ой, а что случилось? А где же наш хваленый промышленный рост, всеобщее процветание на фоне увеличения оборонных заказов и бюджетных интервенций со стороны федерального центра? Что-то не то. Ну, а я поделюсь воспоминаниями. Помню, как видел буквально невооруженным взглядом расслоение, да, которое на УМПО всегда процветало. Вот копеечные, буквально там 8 тысяч рублей зарабатывали какие-нибудь рядовые сотрудники. Ну, это не вчера, а лет 15-20 назад. И просто купались в роскоши руководители. Не только самые высшие, но буквально там на уровне каких-нибудь начальников цехов и каких-нибудь там директоров департаментов. Почему это происходило? Ну, во-первых, вполне официально зарплаты были просто как небо и земля, что совершенно не соответствует ситуации, ну, как бы адекватной ситуации. К примеру, на немецких предприятиях зарплата рабочего и руководителя, ну, отличается, может быть, на несколько процентов. И то, скорее всего, в пользу рабочего, который хорошо работает. Но ни о каких разницах в разы речи быть не может. Но я сейчас даже не об этом. Я о том, что на УМПО у нас всегда процветала очень такая махровая бытовая коррупция, которая позволяла некоторым сотрудникам ну, просто купаться в роскоши, не понимать, куда девать деньги, как их сберегать, куда откладывать и так далее. Что-то мне подсказывает, что и сейчас там с этим все хорошо. Ну, в кавычках, разумеется. И вот куда стоит обратить внимание любителям расследовать коррупционные дела. Может быть, действительно, Амина Шафикова покажется на фоне вот этих вот дельцов буквально божьим одуванчиком. Скорее всего, так оно и есть. Она, наверное, тоже нарушала. Еще раз, не нарушать нельзя в этой системе. Если ты хочешь что-то делать, особенно пользу приносить, ты в любом случае нарушишь. Где-нибудь сроки нарушишь, где-нибудь полномочия превысишь. Это понятно. Вот. Ну вот здесь, как я уже сказал, мне кажется, реально интересно было бы посмотреть. И опять же, чем больше было бы проблем у УМПО, тем лучше, потому что это, еще раз, да, оборонное предприятие, которое создает базу для так называемых вооруженных сил. Так. Ну и под занавес. Почему коров не видно, а молока на полках навалом? Честный ответ Минсельхоза Республики. Значит, любят у нас в издании УФА-1 что-нибудь такое смешное разобрать. Дело в чем? Оказывается, жители республики на какую-то публикацию издания УФА-1 отреагировали. Да не может быть такого. Публикация касалась отчетов Минсельхоза, что у нас очень много товарного молока в республике производится. Его прям много-много, залейся, и, соответственно, все хорошо. Отчитывается Минсельхоз, а люди говорят: да ну нафиг, откуда это молоко? Коров-то не видать. Где эти коровы пасутся вообще? Откуда у них молоко? Ну, понятно, не зимой, но даже летом их не видать. Но Минсельхоз отвечает, что сейчас ситуация другая. Это раньше их всех пасли на пастбищах, а теперь они по новым технологиям содержатся в закрытых фермах. Процесс автоматизирован часто, без участия людей. В общем, коровы, бедняжки, нигде не гуляют, а просто стоят, кушают и производят это самое молоко. Что для промышленного производства хорошо, но для животных, на мой взгляд, так себе. Вот. Об этих технологиях в свое время много рассказывал в моих эфирах министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Я всегда прям восхищался его рассказами, потому что чувствовалось, что он в теме. Прямо ему нравится об этом говорить, он разбирается. Сколько они ездили по тем же Германиям, условно говоря, опыт перенимать на эту тему. И, надо сказать, успели перенять опыт, успели внедрить эти технологии. И почему-то я здесь склонен верить чиновникам, которые говорят, что да, у нас действительно молочное производство, несмотря на то, что коров на улицах, на пастбищах не видно, оно все-таки на хорошем уровне находится. Тем более, что произошло замещение маломолочных пород, которые
были наследием еще Советского Союза, на так называемую галштинскую породу. Опять же, судя по названию, это что-то из Германии, вот, которая сейчас почти полностью заместила всех остальных. Не знаю, почему это интересно, важно, но как-то мне душу греют такие новости. Я все-таки из деревни и аграрный заканчивал, на тему чего почему-то всегда пытаются иронизировать наши пропагандисты. Я об этом не стесняюсь говорить, с гордостью рассказываю и считаю, что это прекрасно. А они пишут: выпускник аграрного института Валиев, там, иноагент, и дальше хрень какую-то пишут. Ну, если хвалите таким образом, то окей, у вас это получается. Обращаюсь ко всякого рода помоечным телеграм-каналам. Вот. В общем, а вы пишите, насколько вам интересно, в том числе и такие вещи разбирать. Вот. Так. Ой, прямо сколько комментариев. Северным народам, кстати, платят за аренду национальной земли, за добычу нефти и газа. Их снабжают товарами. Вы имеете в виду, да, про малочисленные народы Крайнего Севера. Там что-то такое есть хотя бы. Но не сказать, что это идет на пользу, кстати говоря, тем же хантам или манси. По крайней мере, когда я там проводил детство, не казалось, что это им идет на пользу. Так, и где стоят эти коровы, спрашивают нас. Пусть хоть одну фабрику покажут в Башкирии. Ну, слушайте, есть данные, вы загуглите, все-таки они есть. Я сам глазами видел эти фермы гигантские, большие. Они, как правило, с нуля выстроены. Вот. И там речь идет не про несколько сотен, а про несколько тысяч голов, как правило. И все происходит в замкнутом цикле при минимальном участии людей. Это так. Вот. Люди, вы задаете Руслану риторические вопросы. Он-то про молоко как может знать? Ну как? Почему? Знаю. Вот же что-то знаю. И говорю, тема мне... Я, если что, в детстве принимал роды даже у коровы. Так что, в общем-то, тема мне не чужда. И я, в общем-то, вот, от сахи человек. Так что это не только интересно, но и любопытно. Вот. Тем временем я буду заканчивать. Смотрите, почти 50 минут мы с вами поработали. И еще раз напомню, что в 14 часов у нас Екатерина Дунцова в программе «Аспекты мнений». Вот. Ну а сейчас всем большое спасибо за прекрасную обстановку и приятный разговор. Как я и ожидал, за окном первые лучи стали появляться к концу наших встреч. Значит, очень скоро весна вступит в свои права окончательно. Впрочем, у нас уже тепло. В пятницу до плюс 17 градусов. Это, правда, ненадолго, но это прям прекрасно поднимает настроение. Ждем прихода весны в родной Башкортостан. Хорошего всем дня, дорогие друзья, и всем пока.